Здравствуйте, Айжан. Здравствуйте, Алтын. Я сразу же знаете, что великие тексты не дошли до нас в оригинале. Они сохранились благодаря тому, что в Средневековье писцы копировали их снова и снова. Так случилось и с трудами Архимеда, великого греческого математика. Если ваш проект, ваша идея не оригинальная и нет вашей изюминки, она останется лишь копией, а во главе всего труда будет стоять автор-исходник. Поэтому, когда пишете, дублируете чужие исследования, работы, берите их только как примеры, сопоставьте со своим мнением, со своими примерами и аргументами. Ведь, например, сколько бы работу Архимеда не копировали, переписывали, в истории осталось имя чье? Верно, Архимеда. Да, Аяжан, я по вашим губам прочитала. Все научные работы у нас пишутся, цитируя других исследователей. Кто что сказал, кто что говорил и кто на ответ что написал. Это можно заметить по использованной литературе многих научных работ, проектов, диссертаций. Почему я сейчас об этом говорю? Допустим, вы написали идеальную работу, подготовили свой идеальный проект, теперь осталось его защитить, выступить перед публикой. Конечно, будет особое волнение и страх, но об этом поговорим позже. Некоторые люди думают, что у выступления есть некая формула. Выступай на фоне экрана презентации, расскажи немного о себе, о своей работе, поделись чем-то интересным, прочитай свой доклад и напоследок призови их к действию. Но это неверное утверждение. На самом деле, если переборщить с этими фишками, то можно произвести впечатление любителя клише. Все докладчики и темы их выступления кажутся абсолютно разными. У них на самом деле есть общая одна составляющая. И это идея. Ваша главная задача как докладчика передать в сознание ваших слушателей исключительный дар, эту идею. Позвольте объяснить, о чем я сейчас говорю. Каждый раз, когда я вот-вот выйду на сцену или же перед защитой проекта, честно говоря, тоже бываю в волнении. И волноваться это нормально, потому что вы должны понять, что перед вами такие же люди, как и вы. Итак, в течение часа сейчас мы с вами, 26 незнакомых друг с другом людей, обнаружим, что наш разум настраивается на одну волну со мной и с Талгатом, и друг с другом. И дело не только в том, что мы в одинаковых эмоциях, а одна мысль говорящего телепортируется в 26 разных умов. Не только потому, что вы сейчас слышите мой голос и видите мое лицо. Итак, что же такое идея? О ней можно говорить об информационной схеме, помогающей нам понять мир и ориентироваться в нем. Я сейчас вам покажу картинку. Скажите, пожалуйста, что вы видите и какую идею с этой картинки можно взять? Ну, это бамбук, да? Верно, это бамбук. То есть главная идея – это что строение бамбука прекрасное. Он растет вокруг нас, он крепок и элегантен и может выдержать землетрясение. То есть с одной картинки мы взяли, что это выдерживает землетрясение. То есть мы могли бы использовать, наверное, в случае Сирии или Турции. Или же также эту идею можно усовершенствовать, то есть где-то используя. Потому что бамбук у нас растет в Азии, Европе, Северной и Южной Америке, то есть везде и всюду. Я говорю о том, что главная подача вашей идеи. Дальше. Мы знаем, что люди многогранны, и единственная точка зрения создает стереотипы. И проблемы со стереотипами не только в том, что они ошибочные, а в том, что они неполные. То есть сейчас я вам покажу картинку. Когда вы видите такую картину, какова реакция вашего миропонимания, когда перед вами оказывается вот такой вот образ? Что вы можете подумать? Ну, это мусульмане. Мусульмане, хорошо. Которые где-то находятся, видимо, в мечети. В мечети, возможно, находятся. Такое восприятие, да. Но опять же, это из-за того, что я, да, сам к этому нормально. Возможно, да, где-то у европейцев возникнет совсем другое. Верно. Шахиды и так далее. Верно, верно. Потому что у разных людей возникает разное мнение. Это может быть, кто-то может подумать также, что эти люди зомбированные, а кто в религии, они подумают, что это просто верующие. Кто-то подумает, что это террористка, а кто-то воспримет ее как сестру свою. То есть, что хочу сказать. Как бы вы ни ответили своему стереотипу именно сейчас, даже с выключенным микрофоном или же с включенным, миллионы других людей найдутся, которые вам ответили бы противоположно. Вот почему идеи важны.
Я хочу сейчас объяснить тему идеи. При правильной подаче они способны изменить чье-то мнение. Итак, что мы советуем? Во-первых, ограничьтесь в своем докладе лишь одной основной идеей. И нужно сократить объем информации, чтобы можно было сосредоточиться на наиболее актуальной идее и иметь возможность должным образом ее разъяснить. Необходимо обозначить контекст, дать пример и оживить вашу идею. Ваша идея – это центральная тема всего вашего выступления. Дальше. Второе. Дайте слушателям повод не остаться равнодушными. Прежде чем формировать идею в умах аудитории, нужно получить приглашение. Что поможет этого достичь? Любопытство. Пробудите в слушателях любопытство, интригуйте, задавайте провокационные вопросы, показывайте, почему что-то имеет смысл, а другое нет, или требует особого объяснения. Если вы покажете им их пробелы в умах, они захотят их восполнить. Третье. Формируйте свою идею шаг за шагом из понятных слушателям кирпичков знания. Используйте уже существующие понятия языка. Говорите не своим языком, а их языком, то есть языком аудитории. То есть вместо заумной фразы перед вами, прежде чем предлагать, например, предлагаю подискуссировать на весьма занимательную тему, о которой на сегодняшний день задумываются почти все, о том, что где искать вдохновение. Если я завуалирую так свою заумную фразу, легче и проще будет вам понятнее фраза «давайте поговорим о вдохновении». Где же его брать? Или же давайте приведу пример по новой биотехнологии CRISPR. То есть чем просто давать объяснение этому термину, CRISPR – это короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные группами, особые локусы бактерий и археи. То есть аудитории моей эти термины могут быть непонятны. Да, если я исследователь, я могу понимать, о чем говорю. То есть при выступлении у вас должна быть фраза, понятная вашей аудитории и вашим слушателям. И легче эту новую технологию, биотехнологию CRISPR передать простыми словами. Например, новая технология CRISPR – это программа для редактирования ДНК. Она легко позволяет копировать и вставлять генетическую информацию. Такое простое объяснение приносит желанное осознание, то есть они вовлекаются, понимают, о чем вы говорите. Следовательно, еще важно опробовать вашу речь на близких друзьях. Дальше. Четвертое, что мы советуем. Пусть ваша идея будет достойной для распространения. Имея в виду, спросите себя, кому будет эта идея полезна. Но будьте честны при ответе. Если эта идея полезна только для вас, и если идея служит только для вас, вряд ли ее другой человек распространит. То есть аудиторию не провести. Хочу сказать, что сама по себе идея является ключевым ингредиентом, но идея бессильна, если она остается внутри нас, недоступна остальным и может умереть вместе с нами. Может быть, кто-то из вас пытался продвинуть свою идею, но она была не принята, и ее отклонили, и не получили место в конкурсе, в проекте и так далее. А какая-то другая посредственная идея была одобрена. И единственное различие между ними было в том, как их представили. Сейчас об этом вам расскажет Талгат. Талгат, вам слово. Итак, добрый день, хайрлы күн. Меня слышно, да? Дорогие спикеры, можете включить микрофон. Да, слышно. Хорошо, тогда давайте мы с вами начнем. Первое – это у нас этапы подготовки публичного выступления, да, то есть отталкиваясь от своего опыта публичного выступления, то, что я сейчас преподаю школьникам, веду мероприятия, на радио работаю, все это, соответственно, я могу сейчас вам передать и, соответственно, дать некую инструкцию. Первое, дорогие наши участники, это вы должны определиться с мотивацией. То есть для кого ты это делаешь, для чего, какая цель и так далее.
далее, да. Тоже, может быть, ты сделал отличный проект, но засчитать, то есть сделать защиту ты не сможешь, да. Лучше это сделать, например, для себя, ну, вместо тебя пусть сделает Саша, либо Хайрат, либо без разницы, да. То есть с этим нужно определиться. Потом уже идет подготовка. То есть это у нас такие вопросы. То есть какова твоя цель, кто моя целевая аудитория и также тайминг выступления. Это очень важные такие аспекты. Первое, давайте остановимся. Кто моя целевая аудитория? То есть когда вы готовите ваш доклад, вашу работу, научный проект, да, вы должны, соответственно, определиться и быть ближе к своей аудитории. Например, то есть, когда ваша аудитория гомогенна, то есть это когда одни люди с одной отрасли, да, например, это дилетанты, однопартийцы, либо какие-то студенты, либо сотрудники одной компании, да, которые, соответственно, в этой теме, то вы, соответственно, должны адаптироваться. Второе. То есть после того, как вы определились с мотивацией, когда вы узнали информацию про свою аудиторию, вы должны, соответственно, сделать, так сказать, мозговой штурм. Для этого, ребята, дорогие участники, для вас большой лайфхак. Просто перед выступлением нету никакого интернета, включаете, то есть выключаете ваш телефон, смартфон, берете обычный лист А4, да, просто лист бумаги, да, пустой, берете ручку и, соответственно, записывайте все моменты, которые вы хотите озвучить во время выступления вашего, соответственно, защиты проекта. То есть озвучиваете вступление, основная цель и также завершение. Лайфхаки, то есть в этот момент вам помогут метафоры, какие-то интересные истории, информация про компанию, либо же какие-то шутки, которые, соответственно, помогут вам в работе с аудиторией. Надеюсь, понятно. Дальше. Следующее. Третье – это у нас тренировка. После того мы, соответственно, уже узнали всю информацию, сделали мозговой штурм. Следующий этап у нас, дорогие друзья, это тренировка. То есть наши мужчины, которые занимаются спортом, которые занимались, может быть, в прошлом, да, они знают, что когда ты подготовленный спортсмен, это, то есть ты должен опираться на свой вот этот вот опыт, да. То есть первое – это тренировка наедине. Для этого вам нужно минимальное количество ресурсов, то есть время и место. Просто заходите в комнату, берете этот вот доклад, который вы уже написали, и просто зачитываете. То есть тут ничего такого сложного, просто зачитывайте. Второй этап, он намного сложнее предыдущего, да, мы собираем своих друзей. Может, кто-то там работает в сфере IT, кто-то инженер, кто-то строитель, кто-то вообще терапевт, хирург, да. Вы их собираете, да, лайфхак то же самое, чтобы, соответственно, они вас выслушали, для этого позовите, да, на чай, накормите их где-то, да, и после этого, соответственно, предложите им выслушать и дать, то есть узнать, какие они получили впечатления. То есть вы читаете перед друзьями, это, так сказать, ну, не особо сложно, да, и, в принципе, они, ваши друзья, близкие люди, они дадут вам адекватную критику, то есть скажут там вот здесь там не хватило, здесь, блин, что-то скучновато, здесь, например, может быть, можно было бы это, здесь ты вообще что-то непонятное сказал, мы не поняли, да, то есть это второй этап. Третий этап – это перед коллегами, то есть я, например, работаю в IT-компании и уже иду к своим коллегам, говорю, Санжар, вот, у меня есть доклад, пожалуйста, выслушай и дай свою оценку. Вот есть у нас такие вот 3 этапа. И последнее – это отдых, да, то есть как и профессиональный спортсмен, так и как профессиональный оратор перед выступлением, да, вы должны чуток отдохнуть, но не упускать главную суть, да, главную идею, которую вы, соответственно, сохраняли. И, соответственно, у вас будет выступление намного увереннее и положительно. Следующее – структура публичного выступления. У нас есть начало, у нас есть основная часть и есть завершение, да. То же самое, когда вы идете в свидание, когда у вас какая-то важная встреча. Первое, это, то есть, по одежке вас встречает. То же самое, когда вы уже пришли, и, соответственно, когда хотите привлечь внимание, вам, соответственно, нужно завоевать доверие ваших слушателей, клиентов,
я не знаю, заказчиков. Для этого, соответственно, у вас должна быть проработаны все моменты с выбором, с работой аудитории, с мозговым штурмом. И следующее, попозже мы об этом поговорим, это уже техническая часть по подаче речи, да, по ораторскому мастерству и так далее. А основная часть, то есть до перехода основной части у вас должно быть вступление. То есть как вы поприветствовали, как вы встали, как вы одеты, да. После этого, соответственно, первое, это вас услышат, дальше будут уже слышать. И конец, то есть завершение, самая запоминающая часть вступления, да, то есть после вашего доклада, если вы делаете, например, лирический отступ, да, например, скажете, ну, к сожалению, такие проекты бывают права, да, то есть ты сам не в своем материале, то извини меня, то вряд ли тебе там выделят бюджет, либо еще что-то, да. И то же самое, когда вы говорите, в любом случае нужно делать отступ и подытожить сказанное, и призвать ваших коллег, инвесторов к действию. То есть, да, у меня есть проект, он рабочий, вложитесь, дайте финансирование, можете довериться, можете положиться. И вот таким образом вы идете дальше. Следующее, дорогие мои друзья, это 4 инструмента для работы с аудиторией. То есть сила авторитета, понимание интересов целевой аудитории, структура выступления, правильное представление материала. Да? Насколько ты авторитет. Например, если ты босс какой-то компании, да, ты можешь ровно выйти, не беспокоиться, сотрудники тебя поймут, где, соответственно, не поймут, они потом зададут вопросы и так далее. Но когда ты вот-вот сливаешься в коллектив, вот-вот у тебя новый проект, то, соответственно, в этом случае вам нужно проработать с аудиторией, с компанией, изучить их от А до Я. Следующее. Техники начала и окончания выступления, дорогие мои участники. То есть, как вы можете начать? Например, рассказать какой-то анекдот. Разговор с приятелем. Например, приведу пример. То есть перед выступлением вы вышли, сделали паузу и говорите. Буквально перед моим выступлением я разговаривал с Кайрат Саматовичем. И он подчеркнул то, что эта проблема связана с этим, с этим, с этим. И об этом я сейчас вам расскажу. То есть вы уже, когда назвали имя вашего начальника, вы уже привлекли внимание. Надеюсь, понятно, да? Все слышно же, да, Да. участники? Отлично. Дальше. И то же самое, когда вы делаете окончание, обязательно, соответственно, нужно призывать к действию. И то же самое вы можете, как я вот, человек, который 8 лет играл в КВН, это очень сильно работает. То есть я работал в нескольких мероприятиях, радио, везде, соответственно, меня спасает мои шутки. Например, вашей встречи, если вы подчеркнете, да, то публика это запомнит и таким образом вас то есть запомнит как положительного персонажа. Так, дорогие участники, теперь попрошу всех включить камеру. Если включили, можете включить камеру, пожалуйста, и встать поудобней. Сейчас уже мы перейдем к практике. Давайте все сейчас встанем, потому что теорию можно говорить и говорить. Сейчас встали, вот так, давайте я вам себя вот так покажу. Ага. Встали ровно, да? Есть? У всех? Ага, есть. О, прекрасно. Теперь, дорогие наши слушатели, первое, это у нас дыхательный аппарат, да? Сразу начнем. Пожалуйста, нам нужно максимальное количество воздуха. Давайте мы собираем на счет 3. И выдыхаем потихоньку. И еще раз. И еще раз пускаем. Теперь представьте то, что перед вами маленький тортик, и там всего лишь 3 свечи. Всего лишь 3 свечи, вам, соответственно, их нужно задуть. Хорошо? Собираем какое-то количество воздуха и... То есть 3 свечи есть.
Также мы увеличиваем количество до 10. Представьте, тоже собираем уже намеренно больше воздуха. Есть, да? То, что я хотел вам сказать, дорогие мои друзья, когда я говорю, когда набираю воздух, то есть добрый вечер, это не так звучит. Когда я выпускаю воздух, сейчас давайте все с вами мы повторим, когда я выпускаю воздух, то есть собрал, и потом только добрый вечер. То есть речь моя идет уже намного гладко, намного, как вам сказать, мягче. Да? Попробуйте сказать сперва, когда вы набираете воздух, то есть добрый вечер. Это не так, это никак не работает. То есть вы, когда набираете и говорите добрый вечер, обычно это ошибка наших радиоведущих. Они пытаются, то есть после одного эфира за другим, да, вы просто соберите воздух, и на выдохе вы говорите добрый вечер. Хорошо? Давайте все повторим. Добрый вечер. Добрый вечер. То есть у вас звук должен уходить вот сюда. Это второй этап. Это у нас работа с диафрагмой, дорогие наши участники. Сейчас у нас момент, то есть мы проработали вот этот момент с дыханием, да, как вам сказать, ожились немножко. Следующее, это теперь работа с диафрагмой, да, то есть чтобы нам в период нашего доклада, который длится 2 часа, не уставать, это нужно нам задействовать диафрагму, то есть нижнюю часть наших ребер. Для этого мы сейчас с вами помычим, хорошо? Меня услышали все? Для этого, то есть вы набираете воздух отсюда и потихоньку, то есть мы мычим и еще раз. То есть вот этот вот звук, который насыщенный идет отсюда, да, у многих, например, наших спикеров может быть проблема, когда даже в караоке, когда мы поем, да, через, там, не знаю, какое-то определенное время у нас вот здесь прям горит, уже неохота, говорит, что нет, пропускайте дальше, мы уже петь не будем. То же самое и здесь. То есть час вы, например, 50 минут уже сделали доклада, а остальные там полчаса у вас уже не хватает. В это время, ребята, пожалуйста, вы уже должны проработать с диафрагмой, то есть опустить голос намного ниже. И вам будет спокойнее говорить таким монотонным, красивым голосом. Надеюсь, понятно. Следующее – это у нас громкость. То есть нам нужно уметь варьировать силу голоса и его громкость. Для этого ничего не нужно, просто берете обычный текст, можно стишок, например, Абая, либо Олжаса Сулейменова, Пушкина, Лермонтова, без разницы. И засчитываете, то есть одну строчку максимально читаете вы громко. Например, да, Айналайн, чудесное слово. Жаль, что русский его не поймет. Повторите, я готов ему снова, только бедно звучит перевод. Айналайн, твоими губами. Жаль, что нелепо оно звучит. Но другими иными словами, ты не сможешь его повторить. Ты Сережу Есенина помнишь? Шагане, ты моя Шагане. То есть эти моменты у вас тоже задействуют вот эту часть и связывают диафрагмой. То есть у вас не получится сразу их связать. Потому что даже когда у нас есть участники, которые ходили на вокал, очень трудно, да, то есть у некоторых уходит на это 2 недели, у некоторых, например, 2 месяца, некоторых, например, год. Так что вот. Второе – это громкость, надеюсь, понятно, да, то есть вы просто берете стишок и читаете, то есть у вас темп вот такой нарастающий, потом вы замедляетесь, опять нарастающий, опять замедляетесь. Таким образом, вы полностью берете контроль над вашим голосом. Следующее – это у нас дикция. Дикция – это как вступление, как почерк вашего текста, да. То же самое вот есть тот момент, когда в 18 лет мне предложили большой заказ, но взяли более, как вам сказать, опытного ведущего. Я сам из города Кустанай, и там взяли топового ведущего, у которого голос поставлен, да, топового ведущего, и в этот момент я уже начал задумываться, в чем проблема.
Дикцию, соответственно, вы то же самое прорабатываете. Также берете любой текст, либо я обычно перед сном это делаю, открываю переписку, например, я не знаю, с мамой, с женой, да, и начинаю читать. То есть, когда вы читаете, вы вкладываетесь в каждый звук. То есть, у вас должно быть, идет, как вам сказать, вибрация должна быть, например, «добрый вечер». То есть, вы должны максимально задействовать вот это все. То есть, отсюда начиная, вам будет тяжело, потом звук, он должен уходить вот сюда. То есть, «добрый вечер, дорогие друзья». Аяжан Тулегенова, Бек Султан, Диас, Бөкейхан, Гульнар, Максим, Ринат, Серик, Ерлан, Миржан. То есть у вас должно быть, как вам сказать, вкладываться, то есть идет такая вот вибрация, то есть таким образом вы улучшаете свою дикцию. И следующее сейчас, дорогие мои друзья, это скороговорки. Наверное, в ТикТоке, в Инстаграме, либо где-то еще вы, наверное, это видели. Да, шла Саша по шоссе и сосала сушку. Это у всех уже здесь. Вот несколько упражнений, буквально запомните меня, если где-то увидите, скажите потом спасибо. Это у всех молодых людей, у мужчин, у девушек, да, вот здесь вот зажато. Это проблема у многих, то есть у некоторых раскрывается, вам же не нравится, когда я говорю вот так, и у меня голос щепелявый, да, либо же есть такие девушки, какая красивая, но идет звук отсюда, и она быстро устает. В этот момент, дорогие мои друзья, вы просто берете два пальца вот так, не стесняйтесь, уже перейдем к практике, и просто аккуратно, да, не весь палец, конечно же, аккуратно, вот так ставим, в это положение. Не стесняйтесь, вот наши участники. Вот так. И то же самое. Говорим, ну, для начала можете свое фамилия, имя, отчество. То есть Бимендин Талгат Биржанович. То же самое. Можете взять любой стишок, любую переписку, даже где-то перед сном, это, то есть, попрактиковать. То есть сперва два пальца, потом один. Вы уже поймете то, что ваша речь намного становится четче и ярче. Один. Сегодня прекрасная игра. Вышли сегодня. То есть не стесняйтесь, дорогие мои друзья, это очень помогает. Да, вначале это, конечно же, будет неэтично, если вы делаете где-то в офисе, да, перед начальником, перед своим коллегой, это вообще неэтично, но, соответственно, вы можете отойти, если у вас идет волнение. Поверьте мне, это тоже, соответственно, то же самое, когда спортсмены у нас боксируют, там, побили что-то грушу, а потом уже вышли на соревнования, лапы бьют, когда они, то есть, выплескивают. То же самое вот этот момент, то есть, вы дома уже работаете, а тут выступление, у вас что-то не складывается, блин, что-то не так сказал, не уверенно, вибрации нет. Вот эти упражнения вам помогут. Вот это вот самое простое. И следующее, дорогие мои друзья, скороговорка, которую я выучил еще в 8 классе, мне тоже сказал очень именитый сейчас актер, это, повторяем сейчас за мной, король, орел, пароль. Давайте повторим. Не стесняйтесь. Король, орел, пароль. И наоборот, пароль, орел, король. И быстренько. Король, орел, пароль, пароль, орел, король. Король, орел, пароль, пароль, орел, король. Ну, там может быть пароль, орел, да, но это ничего страшного, поверьте мне. Вот, то есть вот это упражнение и король, орел, оно очень сильно помогает. Следующее. Это у нас интонация. То есть интонация иногда даже важнее наших слов. Для этого просто возьмите текст или доклад, да, например, наши участники. Ерлан, вы вот работаете в какой сфере? IT-сфера, IT. Вот, IT-сфера. Взяли просто ваш доклад, я не знаю, про Python, да, и читаете его с лирическим уклоном. То есть, например, приложение Python, то есть с таким уклоном. Потом читаете, как вам сказать, так возбужденно. То есть, приложение Python, оно то-то-то. То есть, поняли, да? То есть, в этот момент вы именно прокачиваете свою интонацию. Иногда, например, людям не важно, что вы говорите. Ведут большие конференции. Но запомните, как вы подаете, это всегда останется. Потом они найдут ваши контакты, потом они свяжутся с вами, потом вы, соответственно, можете взять большой заказ
сорвать большой куш. Надеюсь, все понятно, да? Следующее – это темп речи, то есть умение варьировать скорость произведения слов, как я уже сказал, да? То есть если я вам буду говорить вот так вот быстро, и вы не сможете за этот промежуток запомнить что-то, то, что я вам говорю, это будет очень сложно. И то же самое, если я буду вам давать всю энергетику вот так, то мне кажется, ну ничего не получится, да, то есть у вас должен быть такой вот уровень, где вы можете уверенно подавать текст. Для этого темп речи, да, то есть как вы подаете, быстро, медленно, но при подготовке, пожалуйста, практикуйте, говорите медленно, делайте акцент, плюс вибрация, связываем с диафрагмой, с дыхательным путем, собираем, отпускаем. То есть эти все моменты идут у нас по ступенческому, да, то есть если вы просто сказали скороговорку, подышали и ушли, это, ну, вряд ли такого эффекта не будет. То же самое, если ты отжался там 10 раз и ничего такого не сделал, да, либо там в приложении проработал только с одним, от этого толку не будет. И последнее, дорогие мои друзья, это паузы. После паузы новая мысль звучит у нас убедительнее. Да? То есть, когда ты подаешь паузу и говоришь, а вот сейчас, дорогие друзья, Фурметон Ахтар, я скажу. И все замерли, да, то есть с паузой нужно играться. То есть, когда вы подаете ваш материал по определенному IT, инженерии, то же самое, вы делаете акцент, да, где вы именно хотите продать, где вы хотите именно, чтобы вас заметили и так далее, где ваша основная работа. Так что, пожалуйста, делайте вот эти аспекты. Следующее, у нас невербальная информация, то есть использование жестов. Вот я вышел перед вами, и у меня вот эти вот моменты работают, да, только если бы я говорил, Ирлан, если я вот так говорил, было бы интересно, да? То есть вот эти моменты. Как вы думаете? То есть я руки отпустил и работаю. Это интересно? Ну, не знаю. Вы же еще же работаете эмоциями. То есть иногда бывает, конечно, личный, знаете, когда вот у Ревы, Александра Ревы постоянно туда Вот, пошел, вот. здесь взял, вот это И тоже иногда мешает. вот то же самое, я не знаю, у Сабурова, да, вроде бы я был на концерте, шутки так себе, да, но жестикуляция, вот эта мимика, поверьте, оно, соответственно, приносит ему доход, да. Так, смотрите, Он же... так, Озаран, если бы я вышел вот так, смотрите. Привет, друзья, мы начинаем наш доклад. Сегодня я буду говорить, то есть я тараторю. Я вышел сразу, нету никакой паузы. То же самое, если вы вышли перед начальством, перед важным, соответственно, мероприятием, то у вас должно быть уверенная походка, то есть вы вышли, и вот сейчас, внимание, вы делаете паузу, то есть смотрите буквально несколько секунд, смотрите на жюри, на наше начальство, на инвесторов, я не знаю, на наших коллег из, не знаю, из другой страны и так далее. Делайте момент и потом только. Добрый вечер. Меня зовут Ирлан, я сегодня буду презентовать вам приложение такое. Да? То есть вот этот момент, соответственно, вы словите своих слушателей. Следующее, это, отпущу, это не держать руки в карманах. То есть если бы я вот так подавал бы текст, это было бы так. Я же никакой там глава, либо не Нурлан Коямбаев, да, которого, не знаю, знает вся наша страна, да. Я обычный спикер, оратор, да, тренер, преподаватель. То есть вот эти вот моменты, они сильно влияют на нашу публику. Так что, пожалуйста, вот эти моменты, то есть даже если вы говорите красиво, там, одетый, дорогой костюм, то, пожалуйста, этого не надо. То же самое, когда, ну, наверное, видели, да, по психологическим книгам, когда вы закрываетесь этого, автоматически вы уже не готовы. Но это ваша большая ошибка. То есть скрещивать руки запрещено. Откройтесь людям, подайте. То есть вы информируете, вы предлагаете, вы говорите, что вы лучше, у нас все лучшее, у нас самые лучшие сотрудники, у нас я хорош, смотрите. То есть не нужно вот эти моменты, соответственно, закрываться. Таким образом вы в конце вашего выступления увидите, как последний ряд встают и уходят, потому что им уже все. То же самое, не
тультесь. Ну, это понятно, да, у наших, может быть, участников, которые работают там 24/7 возле компьютера, может быть, это уже привычка. Это тоже очень сильно влияет. То есть, если бы я вышел вот так бы, это было бы не так. То есть, и то же самое, не нужно переусердствовать и сильно вот так, да, выходить. То есть, у вас есть должна ровная осанка, подача вашего текста, все четко, ясно, да, то есть, вы должны показать вашим участникам то, что вы намерены мирно, да, вы подаете, вы делаете. И следующее, жестикуляция. Говорю, один раз, соответственно, ученый, забыл имя, честно, он говорил то, что есть у нас вербальные знаки и невербальные средства. Да? То есть у нас 20% это невербальные средства, то есть передается через жестикуляцию. Простой пример. Вспомним, давайте, кино Чарлина Чаплина, да? Немое кино. Там человек, нету никакого звука, но он передает. Говорит, вот. Даже вот этот тиктокер, который собрал, я не знаю, самое большое количество подписчиков, что он делает? Говорит, что это элементарно, да? Вот, сделал ключ, не мог открыть. Говорит, вот, родной мой, вот, элементарно, да? Таким образом, вся информация, которую мы даем через жестикуляцию, она будет намного увереннее. То есть, если вы даже научитесь, вам будет легче. Иногда мы даже отвечаем, то есть, вот это вот знак, да, то есть активно жестикулируйте перед друзьями, говорите, и, соответственно, не нужно там сильно переусердствовать, да, конечно же, и знать меру. Поверьте, это вам поможет. И последнее, это у нас мимика. Сейчас я вернусь. Вот сейчас, дорогие наши мужчины, недавно прошел праздник, да, так что хочу поздравить наших милых дам, Алтын, Аяжан, с праздником, да. Вот, например, если бы я дал так, оно не так не работает. То есть, если бы я стал ближе, я не какой-то там Брэд Питт, но когда играет ваша мимика, то есть я подаю и говорю, дорогая Алтын, с 8 марта. То есть эти моменты очень сильно влияют на наших клиентов. Активно используйте мимику, то есть продавайте, понимаете? Этот патент, как будто вы сами в шоке от своего проекта. Поверьте, он вам поможет. Поднимайте бровь, улыбайтесь в конце концов. Плюс у вас идет жестикуляция, натренированная диафрагма, король, орел, пароль, дыхательные все тренинги. У вас есть цель. Вот тогда, мои дорогие участники, вы достигнете цели. Так что, пожалуйста, практикуйтесь, тренируйтесь, и тогда все будет у вас хорошо. Надеюсь, вы меня услышали, поняли. Те ребята, которые выключили камеры, надеюсь, вы взяли что-то с моего. Поверьте, это помогает, это работает. Так что, ребята, всем большой рахмет. На этом все, Алтын. Спасибо вам большое. Я думаю, это было очень интересно. Я надеюсь, каждому участнику было сегодня интересно. Спасибо, Жансия. Спасибо, Талгат, за очень интересный тренинг. Надеюсь, наши участники смогут использовать ваши советы на своих презентациях, на контрольных этапах, финальной защите своих проектов. Также напоминаем, что если у вас есть вопросы, вы можете их сейчас задать.